Что может быть интереснее и приятнее, чем провести время с пользой в хорошей компании? Уважаемые телезрители, вы смотрите программу «Чувашла Калажар» на национальном телевидении Чувашии. И сегодня у нас в гостях замечательные люди, с которыми я вас с удовольствием прямо сейчас готов познакомить. Итак, сегодня у нас в гостях Елизавета Андреева, заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов. Также Артур Михайлов, лучший водитель такси 2019, 2020, 2021. Анжелика Иванова, автор проекта «Родные имена». Николай Жданов, председатель регионального отделения Российского союза молодежи. Елизавета, вы как заместитель председателя профсоюзной организации в своем вузе, скажите, пожалуйста, часто ли к вам приходят студенты с вопросом, чтобы им повысить стипендию? Довольно-таки часто подходят студенты, потому что категорий для повышения стипендий очень много. Интересуются, узнают, все объясняем и уже вследствие получают повышенную стипендию. А какие большие масштабные организации проходят у вас в университете? Буквально недавно проводили выездную школу профсоюзного актива для студентов первого курса. Узнали очень много подробных вопросов, также вопросы стипендий, вопросы материальной помощи, система профкартс и все остальные движухи нашей организации. В общем, профсоюзная организация – это та организация, которая помогает студентам в разных областях жизни. Это и спорт, и культура, и досуг, ну и самое важное – стипендия для студента. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Лучший водитель 2019, 2020, 2021, лучший водитель Чувашии. Скажите, пожалуйста, насколько вы доверяете навигатору? Ну, навигатору я доверяю только в час пик, когда пробки, а так я город сам знаю. Ну, могу посмотреть, как будет быстрее, ну, сверху виднее, так сказать. Потому что там показывают все светофоры, где пробки стоят. Да нет, светофоры и дорожная ситуация я, в принципе, сам знаю, в какое время дня, например, где стоит, где что идет, где ремонт. Ну, посмотрю на навигатор. В какое время суток коэффициент за поездки меньше? Коэффициент повышенный, имеете в виду? Наоборот, поменьше. Поменьше днем? Ну, вы как водитель спрашиваете, чтобы повыше был, да, я понял. Ну, днем? Дешевле. То есть, когда все Днем на дешевле, работе? утром дороже, вечером Еще дороже. подороже, но утром все равно дороже. Чтобы получить звание «Лучший водитель Чувашии», какие испытания вам необходимо было пройти? Так, что касается испытаний, знание ПДД, ну, как в автошколе, как все сдавали на удостоверение, 20 вопросов, знание законодательства такси, знание региона, ну, вопросы каверзные, и скоростное маневрирование на площадке. Скажите, пожалуйста, за сколько времени можно в час пик доехать от контура до промтрактора? Ну, в час пик я просто такие расстояния не езжу. Я предпочитаю короткие поездки. Сразу понятно, лучший водитель Чувашии в час пик не ездит. Спасибо большое. Анжелика, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как появилась идея, вы все-таки автор проекта «Родные имена», сделать этот проект, реализовать его? Ну, просто захотелось, чтобы как можно больше детей, подростков, взрослых знали наших выдающихся земляков. Кем они являются, что сделали, какой вклад внесли. А почему именно в троллейбусах? Ну, потому что именно там очень хорошая проходимость, и ты никого не обучаешь, нет нравоучений, ты сидишь и слушаешь небольшую информацию о том или ином человеке. Таксист рядом стоит, он смотрит на вас. Кстати, очень хорошая идея, да, и этот проект, может быть, перейдет и в такси. Почему нет, надо подумать. Вот слушаю вас, и такое ощущение создается, как будто я приезжаю в какую-то остановку. Это все потому, что Анжелика Иванова озвучивала название остановок на русском языке в общественном транспорте, в частности, в троллейбусах в нашем городе Чебоксары. Совершенно верно. И следующий участник нашей викторины – Николай Жданов. Николай, здравствуйте. Добрый день. Что делает Российский союз молодежи здесь, в Чебоксарах? Какие проекты реализовываете?
Мы на территории Чувашии реализуем проекты самые разные. Это и «Студенческая весна», самый большой проект, всеми известный. Также скажу так, что мы стараемся сейчас сделать акцент на студенческом самоуправлении в среднеспециальных учебных заведениях. Буквально недавно мы открыли студенческий клуб, первый в Чувашии, в Чебоксарском профессиональном колледже, и будем это делать в других учреждениях. Ну что, я думаю, самое время познакомить наших участников с правилами игры. Правила у нас следующие. Перед вами на экране будут появляться вопросы, и на каждый вопрос будет 4 варианта ответа. Если вы знаете правильный ответ, то сразу же нажимаете кнопку, и тот человек, который первым нажал кнопку, соответственно, он отвечает первым. Если ответ правильный, то мы засчитываем этот ответ. Если же ответ неверный, то право отвечать переходит к следующему участнику, который нажал на кнопку вторым. Внимание! Кнопку нажимаем после того, как ведущий озвучил полностью вопрос и перечислил все 4 варианта ответа. Первые 2 вопроса у нас, те участники, которые ответят на них правильно, они получат по 1 баллу за каждый правильный ответ. 3-й и 4-й вопрос, соответственно, по 2 балла. Ну а 5-й вопрос у нас с изюминкой, и за него можно получить целых 3 балла. Также я вас обрадую, у нас в игре есть 2 подсказки. Это знания и удача. Я желаю вам удачи. Спасибо. Мы с вами сегодня начинаем нашу игру с такси, с троллейбуса, с наших любимых Чебоксар. И вопрос звучит следующим образом. Как переводится город Чебоксары? Мускав, Мургаш, Шубашкар или не переводится, также остается Чебоксары. Анжелика нажала на кнопку первой. Мы слушаем вас. Ну это да, удачи, действительно. Переводится правильно Шубашкар, вариант С. Не будем долго томить, проверяем. И действительно, Анжелика зарабатывает 1 балл, потому что Чебоксар на чувашский язык переводится Шубашкар. Спасибо. Анжелика, раз мы заговорили про город, вы заработали 1 балл благодаря нашему городу. Ваше любимое место, где вы любите проводить время в нашем городе? Ну, это, конечно же, не буду оригинальной, это набережные, которые с каждым годом нас удивляет, становятся краше, длиннее и интереснее. Современный становится каждый год. Да. Вопрос номер 2 у нас связан с чувашским фольклором. Ну, пересекается здесь в вопросе с русским. Давайте посмотрим на него. Он звучит следующим образом. Кто из богатырей встречается в чувашских сказаниях? Вариант ответа А. Илья Муромец. Б. Добрыня Никитич. С. Урал-Батыр. И вариант ответа Д. Улыб. Артур нажал на кнопку первым. Ваш вариант ответа, Артур? Вариант Д – улыб. Вариант Д. Улыб. Проверяем? Конечно. Давайте спросим у других участников, может быть, как они думают. Анжелика? Нет, мы согласны. Да, Согласны? это улыб, да. Елизавета, единогласно? Совершенно. Хорошо. Правильно. Действительно, улыб – это чувашский былиный герой. Таким образом, Артур, вы заработали 1 балл. По чувашским преданиям и легендам улыб – это богатырь. У него есть мать, и он очень хорошо владеет луком. Также, когда улыб присаживался отдохнуть и встряхивал свои лапти, то у него из лаптей высыпалась земля. И из земли, которую улыб вытряхивал из своих лаптей, образовались курганы. И если мы посмотрим на нашу республику, действительно, у нас в республике очень много оврагов. Ну что, следующие 2 вопроса у нас будут по 2 балла. Кто же заработает эти 2 или 4 балла? Сейчас узнаем. Сразу подготовлю, потому что вопрос будет про Андриана Григорьевича Николаева. Во время космических полетов космонавты используют специальные имена, называемые позывными. К примеру, позывной Юрия Гагарина был «Кедр», позывной Германа Титова был «Орел». Скажите, пожалуйста, какой позывной был у Андриана Николаева? Вопрос понятен, варианты ответа. А. Орел. Б. Скворец. С. Ястреб. Д. Сокол. Я не сомневался, что Анжелике нужно было просто нажать на кнопку первой. Слушаем. Ну, конечно же, правильный вариант – это «Сокол». Именно такой был позывной у Андриана Григорьевича Николаева. Вот, знаете, вот хочется почувствовать себя немножко в троллейбусе. Анжелика, объявите, пожалуйста, следующую остановку. Хорошо, насколько я помню, звучит она так. Андриан Григорьевич Николаев, 3-й советский космонавт, уроженец села Шоршилое Мариинско-Посадского района, совершил 64 витка вокруг Земли и впервые отвязался от кресла. Переходим к 4-му вопросу. Все у нас происходит сегодня в Чебоксарах. И 4-й вопрос
Ну, не буду забегать вперед, сейчас сами все узнаете. Внимание, вопрос. Какое учреждение культуры украшает эта люстра? Варианты ответа: А. ДК «Уксая», Б. Кукольный театр, С. Русский драматический театр, Д. Музей чувашской вышивки. Николай? Что-то интуиция мне подсказывает, с учетом того, что у Русского драматического театра юбилей, это Русский драматический театр. Николай, давайте спросим других участников. Ваш ответ вы слышали. Что скажет Анжелика? Ну, мне подсказывает, например, что я такую люстру могла видеть в ДК «Уксая». Почему-то видела там. Допустим. Елизавета? Я тоже думаю, что в ДК «Уксая» такая люстра. Артур, а вы где видели Да, похоже? пусть будет кукольный театр. Кукольный театр. Ну что, первым ответил у нас Николай. И смотрим вариант ответа Николая. Николай, вы правы. 2 балла ваши. Отлично. Здорово. Это действительно, эту люстру украшает Русский драматический театр, который находится в центре нашего города. Следующий вопрос тоже связан с городом Чебоксара. Внимание на экран. В каком парке находился самолет Ту-124В? Вариант ответа А – в Парке Победы. Вариант ответа Б – в Лакреевском лесу. Вариант ответа С – на Красной площади. Д – в роще Гузовского. Насколько я помню, изначально этот самолет, он стоял в Лакреевском лесу. Вот у меня вариант ответа – это Лакреевский лес, если мне не изменяет память. Давайте тогда спросим у других участников, что они думают. Я на самом деле тоже думаю, что в Лакреевском лесу. Ну, когда он был, меня в городе не было. Потому я могу предполагать то, что в роще Гузовского. Елизавета? Меня тоже не было в городе, но я не была с Артуром. Не знаю, я буду солидарна с дамой, поэтому Лакреевский лес. Ну, действительно, история этого самолета очень интересна, и он находился до 1994 года в Лакреевском лесу. Анжелика, 3 балла ваши. Это абсолютная победа. 6 баллов. Этот самолет Ту-124В был доставлен в Чебоксары летом 1980 года. В этот самолет могли прийти, подняться и побывать в салоне все желающие. Вход был свободным, он был просто украшением парка. Затем в какое-то время в этом самолете находился кинотеатр. Но демонтировали этот самолет летом 1994 года. Он украшал Лакреевский лес. Мы благодарим всех участников за эту интересную игру. Игра прошла на одном дыхании, и мне показалось, что были только сегодня в Чебоксарах в этой игре. Рад был с вами познакомиться, увидеть вас. Самое время огласить результаты. Елизавета у нас получает аплодисменты от участников. Артур набрал у нас в этой игре 1 балл. Аплодисменты. Чуть больше, чем Артур, набрал Николай 2 балла. И я думаю, что абсолютный победитель в этой игре – Анжелика. Она набрала 6 баллов. Уважаемые телезрители, если у вас есть интересные вопросы для нашей телевикторины, присылайте их к нам на почту, которую вы видите на экране. Это была игра «Чувашла Калажар». До новых встреч!